Я не знаю. Знаете, говорю, вот я все говорю, мам, ну ты вот, ну голову подними. Ну, маме, правда, 80, ну, теще, в смысле, это 83 года. Ну, понимаешь, вот объяснение, знаешь, какое? Ну, по телевизору-то ведь говорят. И их ничем не переубедишь, ничего не сделаешь. Вот я вот сейчас вот смотрю на все это. Вот хорошо я телевизор не смотрю. Вот честное слово, я сплю спокойно. Не знаю. Не знаю. Вот. Можно я скажу, да? У нас просто фильм, у нас сериал заканчивается тем, что Володя говорит, вот за тем поворотом Клязьмы, все, моя страна заканчивается. Да, моя, вот да. все, что дальше за поворотом, это все не мое. И Крым не мой, и Сирия не моя, и Москва не моя, и так далее. Если бы все россияне относились хотя бы вот так, как к геополитической ситуации, говорит, мое это моя Клязьма, мое это моя Собинка, это кладбище, где родители похоронены, вот это мое, да? Не было бы никакой войны. Ну, понятно, это такие гуманистические и правильные вещи. Я хочу вот что, Володь, спросить. Вот смотри, все-таки согласен ты или нет, что Путину именно, нужна была аннексия Крыма для того, чтобы объединить самых разных людей. Ведь аннексию Крыма поддержали даже те, кто его критиковал до этого. И журналисты многие, и публицисты, и артисты, и простые люди. То есть как бы он сделал так, что он всех собрал в кучу. Вот знаешь, как это говорят, классическое определение фашизма, фашо это пучок. Да, он в пучок всех собрал. Вот именно вот этой аннексии Крыма. Вот почему это так сработало? Посмотрел бы на журналистов, щелкнуло? Которые бы не собрались в этот пучок. Нет, но не только журналисты. Вот мы видели тут и старики, и молодые, и кто только нет, да? Нет, насчет стариков, это москвичи. Ну, черт знает. Так, это то же самое можно посмотреть перед выборами, когда на стадион привезли народ на автобус. Вот мы с тобой ходили, что ж, 12 годов выборы были. Помнишь, их на Поклонную гору на автобусе возили? Ну, что это такое? По 1000 рублей того. Да. Ну, вот, но все-таки получилось же у Путина. Вот он сшил аннексии Крыма. В свое время Муссолини, когда пришел к власти, ему нужна была империя. Он сказал, что вот мы Великая Римская империя бывшая. Он аннексировал Эфиопию, сказал, Эфиопия наша. И у него пошло с этого момента. Вот, мне кажется, похожая история. Опять возвращаемся к тому, что это же не за один год. Вот за один год всех не построишь. Нет, но это по моменту. Вот, знаешь, правда, он строил постепенно. Враги появлялись разные. Были чеченцы, грузины. Там месяц болгары были врагами. Поляки всегда были. Там балтийские страны, украинцы. Да, турки периодически. Турки, манипуляции. Слушайте, но Крым как-то их всех прошил вот одной скрепкой. Вот это пронизало это общество. Потому что присоединили территорию впервые. То есть не влияли на территорию. Я понял. Южная Осетия. Вот это открытая кража, да? Я возьму, и это... Забрали. И присоединили. То есть все вот эти Абхазия, Осетия, по сути дела, то же самое. Но тут он сказал, тут он взял и подарил им вот Крым. Они никогда в Крыму не будут, вот эти люди. Я объясню, как я это понимаю, почему. Использована простая вещь. Ментальная отсталость России. Да? В чем она заключается? В том, что эта ментальная отсталость 19 века, когда величие державы определяется по количеству территорий. В то время, как 21 век определяет величие государства по экономической мощи, по технологиям, да, и ноу-хау. Вот и все.